В Джайравском районе Ингушетии, а именно на территории средневекового башенного комплекса Верхний Карт, начались реставрационные работы по поручению президента группы Сафмара Микаила Гуцериева при его полном финансировании в рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Архитектурный комплекс Верхний Карт включает жилые башни, храм и склеп. На данный момент реставраторы сосредоточены на восстановлении 4 жилых башен. Недавно завершился этап археологических изысканий. Специалисты полностью расчистили внутреннее пространство башен, дойдя до скального основания. Начинаем выставлять леса для разбора наружных стен, которые, вы видите, стоят разрушенные. Вот эти стены надо было полностью разбирать и потом производить, по новому восстанавливать полностью вот эти все стены, поднимать надо вверх. Пока только вот на этом комплексе начинаются вот эти 4 жилых башни. В дальнейшем уже будет нижний склеп, который стоит перед этими башнями, и храм, который стоит наверху. Согласно проектной документации, состояние всех башен комплекса оценивается как требующее масштабного вмешательства. Техническое обследование зафиксировало полную утрату плоских крыш и деревянных перекрытий, утрату оконных и дверных заполнений. Внутренние пространства были завалены грунтом и камнем. Из-за того, что вот эта стена сама по себе под нагрузкой, она раскололась. И после раскола стена раскололась на 2 части. Под нагрузкой, у камня есть свой вес, мы понимаем, что он имеет хороший вес. И у основания этой стены камень треснул. В любом случае его надо разбирать до самого основания и по новому укладывать всю каменную кладку. Потому что она небезопасна. На восстановление придется полностью все разобрать его. Все стены, которые идут и по проекту на восстановление, их надо разбирать и по новому восстанавливать. И это во всех башнях, да? На всех башнях, где мы работаем, где в проекте указано, где надо разбирать кладку, она полностью разбирается и восстанавливается по новой в таком виде, как она должна быть. Реставрация Верхнего Карта ведется в соответствии с принципами бережного восстановления, уделяя особое внимание аутентичным материалам и технологиям, характерным для ингушской башенной архитектуры. За ходом работ следят Технадзор, фонда «Авторский надзор» проектировщиков АСМ Групп, а также специалисты Джайравско-Асинского музея-заповедника и Комитета культурного наследия. Напомним, что финансирование осуществляется из средств благотворительного фонда «Возрождение», созданного специально для Ингушетии по инициативе президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Если бы мы начали работы на 10 лет позже восстанавливать эти башенные комплексы, мы могли их потерять. Но благодаря этому фонду, благодаря Микаилу Гуцериеву, сегодня у нас есть возможность восстановить эти башенные комплексы. Работы на Верхнем Карте сопровождаются серьезной научной базой. Специалисты провели лазерное сканирование объектов с помощью дронов, взяли пробы строительных материалов для лабораторного анализа. Кроме того, в работу включены архивные фотографии святилища, сделанные экспедицией кавказоведа Евгения Шиллинга в 1925 году и переданные Государственным историческим музеем. Возвращая эти стены к жизни, реставраторы восстанавливают не просто архитектуру, а подлинную историю народа. Адам Мережков, Мухаммад Героев, Магас 24.